У нас есть войнохуисты. Теперь добавились иранохуисты. Они подобны людям, страдающим от стокгольмского синдрома. В свете последних событий, если русский Иван переживает за иранцев и их собратьев-осетин, то и они обязаны переживать за иронов. Они сами засовывают свою голову в петлю и переживают за палача. Им посвящается передача. Фрукты и овощи из Ирана в Россию через Северную Осетию. Такой маршрут импорта сегодня на встрече с председателем правительства республики Сергеем Токоевым предложил посол Ирана Мехди Санаи. Раньше товары попадали в нашу страну через Азербайджан и Дагестан. Теперь путь можно сократить с помощью военно-грузинской дороги. Иран хочет использовать новые пути для доставки своих овощей и фруктов круглогодично. Северная Осетия может играть серьезную роль. Я думаю, что в результате наши поездки, данных встреч, которые состоятся, мы увидим прогресс в наших взаимоотношениях. Но здесь большой потенциал для сотрудничества в области культуры, в области образования. Много о чем мы договорились. Я думаю, что нам только взаимоотношения сейчас такой беспрецедентный период, мы наблюдаем в развитии взаимоотношений между Ираном и Россией, и наши взаимоотношения развиваются во всех планах, и двухстороннем, и в международном плане, и по вопросам региона. Даже вы видите один пример нашего сотрудничества – это Сирия, и победа совместных сил Ирана и Россия в Сирии. На прошедшей 12 декабря российско-иранской конференции большое внимание было уделено не только экономическим связям, но и культурному развитию в двустороннем порядке между Ираном и Северным Кавказом. Обмен студентами, культурно-массовые тематические мероприятия, проведение национальных форумов. На проведение подобных событий в ближайшее время будет потрачено немало сил и ресурсов. Иранские и осетинские ученые предлагали переводить иранские исторические источники об Осетии на русский язык. Все меня попросили передать вам добрый привет. Мы переживаем за вас, смотрим, наблюдаем, всегда готовы поддержать по любому вопросу. Мы рады, что Россия и наше государство имеют тесные отношения. Спасибо большое за добрые слова в наш адрес. На документальной основе наши двусторонние отношения носят стратегический характер. Развитие деловых и культурных связей Северной Осетии с Ираном обсудили полномочный представитель республики при президенте России Борис Джанаев и полномочный посол Ирана в России Мехди Санаи. Встреча состоялась во время открытия выставки иранской каллиграфии в Москве. В мероприятии приняли участие послы зарубежных стран, общественные и религиозные деятели, представители науки и искусства. Борис Джанаев отметил, что Северную Осетию и Иран связывают особые отношения. Напомним, полномочный посол Ирана в России Мехди Санаи неоднократно посещал Северную Осетию. В декабре 2017 года в республике прошла научно-практическая конференция «Иран и Северный Кавказ», в которой приняли участие глава республики Вячеслав Бетаров. Укрепление деловых контактов продолжится и в этом году. Стороны планируют встретиться на втором форуме «Иран и Северный Кавказ», который пройдет в Тегеране. Ученые из Ирана изучают культурное наследие Северной Осетии. Муртаза Ризанфар приехал в республику уже во второй раз, чтобы исследовать общие корни Ирана и Осетии. Ученый уже пообщался со своими коллегами, историками, археологами. Он выезжает и в горные районы нашей республики, где также проводит исследовательскую работу. Результаты своих трудов в виде научных статей ученый публикует в периодических изданиях. Муртаза Ризанфар посетил также здание Владикавказского планетария в прошлом мечети. Здесь обнаружена надпись, сделанная в 1872 году на новоперсидском языке. Она находится прямо над дверью перед входом. По словам ученого, эти письмена представляют большой интерес для двух культур. Над дверью написано, что иранцы являются созидателями, куда бы они ни пришли, и по своему величию мечеть касается небес. Эта мечеть для Осетии является символом гостеприимства вашего народа по отношению к иранцам, которые в силу экономических и политических проблем в начале XIX века пришли сюда.
Северная Осетия продолжает укреплять отношения с Ираном. Вопросы взаимодействия сегодня обсудили во Владикавказе. В мероприятии приняли участие министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуцев, руководитель регионального представительства МИД России Алан Хитагуров, директор Дома дружбы Георгий Кочеты, научные и общественные деятели. Специальным гостем встречи стал член научного совета исследовательского центра профессор Мортеза Резванфан. Он рассказал о культурных параллелях Ирана и Северного Кавказа. Важную роль в этом играют остино-иранские отношения. По словам министра национальных отношений Аслана Цуцева, в этом направлении сейчас идет серьезная работа. Так, например, в текущем году открыли общественную организацию «Иран и Рестон». В Североостинском госуниверситете успешно действует Центр иранской культуры. Часто гостями в республике становятся ученые и эксперты из Ирана. Активно изучается и персидский язык, фарси. Идет широкий обмен опытом. Несомненно, что вот за таким пока больше теоретическим интересом друг к другу должны последовать какие-то реальные шаги. И сегодняшний наш круглый стол, он как раз одной из своих целей ставит выяснение приоритетов. Где, в какой области: образование, культура, сотрудничество в социальной сфере, экономика. Североосетинское сельскохозяйственное предприятие «Агроир» в ближайшее время начнет сотрудничать с иранской компанией «Таван Арванд». Соответствующее соглашение подписано сегодня в рамках международной научно-практической конференции «Иран и Северный Кавказ. История и перспективы сотрудничества». Вообще Кавказ – это очень интересный регион. Не зря и Пушкин, и Лермонтов, и многие русские писатели или жили там, или проехали, или просто когда чувствовали Кавказ. Я, конечно, неоднократно был на Кавказе, раньше тоже, в конце 90-х и в начале 2000-х. Года. Был несколько раз тогда советником посла, я работал здесь. Я на этот раз был в Осетии и в Ставрополе. В Осетии состоялись очень хорошие встречи с главой республики, с премьер-министром и с разными просто политическими и культурными, научными и даже экономическими деятельностями Осетии. Но Осетия еще для нас очень важная и любимая, потому что там общие корни, общий просто язык у нас. Не то, что сейчас они говорят по-фарси, но аланы и осетины, они говорят по осетинскому языке, который читается одна из иранских древних, семья просто иранских древних языков. Но еще большой потенциал для сотрудничества. Осетия может играть очень серьезную роль.